Сольный поэтический вечер – явление для современной Абхазии редкое и необычное. Зал филармонии понемногу заполняется публикой. Судя по настроению людей, объявленное мероприятие заинтриговало и вызвало живой интерес. Больше всего пришло молодежи – яркой, красивой, интересной. Пригласил нас Куджба Барас. Мы с радостью приняли приглашение. Мы всегда рады таким мероприятиям. Послушать стихи, тем более в исполнении Иланды. Любой стих звучит очень сладко, очень душевно. Мы с удовольствием пришли на концерт и надеемся получить огромное удовольствие. Я вообще люблю такие места, я часто хожу по таким заведениям. Мне просто захотелось чего-нибудь такого классического послушать. И вот на сцене главная героиня вечера – чтец Иланда Джикерба, покорившая просторы социальных сетей бархатным голосом, эмоциональной подачей и, безусловно, красотой. Приглушенный свет, известные строки стихов под классическую музыку. Вряд ли зритель смог остаться равнодушным. На самом деле, мне нравилась только ты. Мой идеал и мое мерило. Во всех моих женщинах были твои черты. И это с ними меня мерило. Аккомпанировал Иланде Джикерба пианист Барас Куджба. В его исполнении звучала вечная музыка Баха и Шопена, а также современные классические композиции. Кроме того, музыкант порадовал публику сольным выступлением. Илана, так как я ее знаю практически с детства, я на самом деле как пианист уже долго не выступал. Ну вот это было в прошлом году, наверное, последний раз, когда. Потому что я уже чуть учусь в другом направлении, это дирижирование. Вот, да, и поэтому времени мало остается, к сожалению, на фортепианное творчество, но благодаря вот таким друзьям моим, вот подруге в данном случае, есть возможность выступать и творить. Масштабный поэтический вечер под живую музыку Иланда Джикерба мечтала организовать давно. Она упорно шла к своей цели, невзирая на то, что многие в нее не верили, считая чтение стихов несерьезным занятием. На первом этапе, когда я именно начала заниматься на поэтическом поприще, продвигаться, меня никто не поддерживал, кроме моих близких людей, потому что в этом направлении многие люди считали, что нету будущего. А сейчас, когда мы уже самостоятельно продвинулись немного вперед, и мы показываем, что за творчеством, за поэзией действительно, в поэзии действительно есть большой интерес, и молодежь этим интересуется, нас стали, конечно же, поддерживать. Нас поддерживает Министерство культуры, Даур Вадимович. Огромное отдельное ему спасибо за то, что благодаря ему сегодня мы организовываем такое прекрасное мероприятие. Многие считают, что настоящая поэзия закончилась в прошлом веке. Однако и сегодня, в век высоких технологий, стихи продолжают звучать со сцены. В программе абсолютно разные стихи, абсолютно разных авторов. Там будут произведения Эдуарда Асадова, будет произведение Расула Гамзатова, будут произведения абхазских поэтов Руш Бисмыр, будет произведение Дермита Гулия. Поэтому произведений очень много, в основном они все разные. 1,5 часа пролетели как один миг. Этим вечером мы все побывали в путешествии, в волшебном мире поэзии, полном света, добра и гармонии. А нашим проводником стала удивительная Иланда Джикерба. И сердце твердит мне: иди же и действуй, но только одно не забудь наперед. Ты сам своей энергии большой соответствуй. А все остальное, поверь мне, придет. Исмагуланзе, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.